самого утра военная база в Токмаке наполнилась звуками моторов и военной музыки. Состоялась масштабная тренировка военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 8 мая. На репетиции было представлено более 120 единиц военной и специальной техники, включая тяжелую бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и авиацию, включая легендарный танк Т-34, который стал символом победы в Великой Отечественной войне. Легендарный Т-34 – это танк-символ победы. Он пережил различные модернизации, но несравненное осталось одно – это простота, дух и мощь. Этот танк не просто машина, а символ мощи и непобедимости. Он прошел через огонь и сталь, изменил ход истории и до сих пор вызывает уважение. Танк Т-34-85 үлгісіндегі. Для меня большая честь управлять этим танком. Его гусеницы прокладывали путь к победе, а экипаж к бессмертию в памяти поколений. История, которая живет на гусеницах и вдохновляет нас до сих пор. Военнослужащие также продемонстрировали свою подготовку. Солдаты шагали в унисон под звуки марша. Их уверенные движения и дисциплина вызывали восхищение у зрителей. Каждый шаг был наполнен гордостью за свою страну и память о тех, кто отдал жизнь за ее свободу. Когда есть в государстве армия боеготовая и боеспособная, тогда наш народ может спокойно трудиться, жить. Не менее впечатляющим моментом стало появление «Чайки», которая выехала из своего гаража только для этой репетиции. Этот винтажный автомобиль стал настоящей звездой мероприятия. «Чайка» олицетворяет эпоху и вызывает ностальгию у многих, кто помнит ее с детства. Около 3000 человек ожидается среди участников парада 8 мая. Впервые на площади Алато зрители смогут увидеть ракетные комплексы ТОР-М2КМ, Печора-2БМ и С-300ПС. Также в воздушной части парада примет участие авиация вооруженных сил как и Кыргызской республики, так и Российской Федерации.